Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Нравится то, что мы делаем? Поддержите нашу работу. В эти августовские дни резко подскочила накрутка на железнодорожные и авиабилеты направлением Ашхабад-Дашагус-Ашхабад. Билеты по цене в 4-5 раз дороже официальной стоимости покупаются с рук у проводников, а также у посредников. Ни одно мобильное приложение для покупки билетов не работает, при этом в вагонах много свободных мест. Наблюдатели связывают искусственный дефицит с абитуриентской кампанией и началом нового учебного года в столичных учебных заведениях, а также с недавней автоаварией на трассе Дашагус-Ашхабад, которая унесла жизни 9 человек. В августе вновь, как и год и 2 назад, стало сложно достать билет на поезд. Однако те, кому удается попасть на дашагузский состав или обратно в Ашхабад, с удивлением обнаруживают, что при явном билетном дефиците вагоны не заполнены, как это обычно бывает. Хотя сдавшие вступительные экзамены в вузы и возвращающиеся домой ребята и девушки не могут купить билет. Железнодорожные кассы давно уже не занимаются продажей, а сделать это на онлайн-платформах невозможно. И если еще недавно можно было ровно в полночь поймать билет, то в эти дни все мобильные приложения вдруг перестали работать, зато у проводников перед посадкой можно купить место в купе за 300 манатов при официальной цене 65 манатов. Проводники не стесняются даже продавать билеты без места, когда пассажир либо сидит в проходе вагона, либо договаривается с другими пассажирами примоститься на краешке их полки. На самолет в горячее время поступления в вузы попасть всегда нереально, а в эти дни и подавно. Каждый день из Ашхабада в Дашагуз и обратно выполняется 4 рейса. Официальная цена билета невысока – 120 манатов, но ни в кассе, ни онлайн его не купишь. Стоимость с переплатой достигает 500 манатов. Источники Turkmen News сообщают, что такая ситуация в нынешнем августе возникла еще и потому, что для таксистов, курсирующих из столицы в Дашагуз и обратно, закрыли автодорогу. Причиной стала недавняя катастрофа, произошедшая на трассе. В лобовом столкновении двух автомобилей Toyota, Sienna и Camry погибло сразу 9 человек. Дорогу закрыли, но добираться чем-то надо, и сразу же взлетел спрос на поезда и самолеты. Люди не могут понять и задаются вопросом: почему из года в год летом, когда наступает пора приема вступительных экзаменов, в Туркменистане случается билетный ажиотаж, на котором наживаются бессовестные люди, имеющие доступ к продаже мест в поездах и самолетах? Кому это выгодно, кто за всем этим стоит? И почему нельзя в этот период увеличить число вагонов в составе, если есть такой спрос? Почему не прибавить 1-2 авиарейса в день? Почему в конце концов не приблизить официальную стоимость билета к рыночной? Правоохранительные органы едва ли не ежегодно выявляют тех, кто устраивает искусственный дефицит билетов и наживается на нем. Так, в декабре 2022 года были осуждены работники Главного агентства воздушных сообщений Туркмен-Хава Ялары, участвовавшие в махинациях с билетами. Фигурантами дела о коррупции стали исполнявший обязанности начальника агентства Керим Керимов и его знакомые Абдырисул Моммадов и Чыры Мередов, а также кассир Дженет Гочгаргулыева и ее сообщник Тойгулы Артыкныязов. По информации следствия, все они продавали авиабилеты выше цены, установленной государством. Чуть раньше, в октябре того же года, уволили заместителя генерального директора акционерного общества закрытого типа авиакомпания Туркменистан Рахим Берды и Шангулыева, приходящегося родственником президенту. Чиновник, как сообщали источники, как раз был ответственным за продажу билетов, а увольнение было связано с махинациями кассиров. С тех пор прошло без малого 2 года, но ситуация со временем не меняется. На место уволенных и осужденных приходят другие люди, и коррупция с авиа и железнодорожными билетами растет с новой силой и с более высокими ставками. Уже на днях недавние абитуриенты, ставшие первокурсниками, отправятся обратно в столицу, теперь уже на учебу, и снова их родители будут бегать в поисках билета на транспорт. Есть интересная новость. Хотите поделиться ею? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность.